Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және білім алушылар. Здравствуйте, уважаемые студенты и обучающиеся. Сегодня у нас тема тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание. Данной категории нет в русском языке, чтобы сравнить. В русском языке для того, чтобы определить притяжание какого-то предмета к какому-то лицу, достаточно сказать «моё, твоё, его», «моя, твоя, его», «мой, твой, его». В казахском языке, помимо того, что мы скажем «менің, сенің, оның», то есть «моё, твоё, его», нам еще нужно добавить определенную грамматическую форму окончания к тому предмету, который мы притяжаем, который является объектом притяжения. И эта форма называется тәуелдік жалғау, окончание притяжательности. Сегодня это наша тема. Я вам покажу, как мы склоняем в разных фонетических вариантах данное окончание. Сонымен тәуелдік жалғау притяжательная форма. Бірінші жақ менің, сенің, сыпайы түрі сіздің, және үшінші жақ оның. Бірінші жақта, в первом лице, помимо того, что мы скажем менің, моё, мы подставляем объект притяжения, например, книга «ктаб», и добавляем окончание если твердый вариант, если мягкий вариант, и просто если у нас твердый или мягкий вариант, и слово заканчивается на гласной. Здесь все слова заканчиваются на согласной. Чтобы было понятнее, мы приведем пример. Менің, твердое слово. Ктабым. Мягкое слово менің. Дәптер-ім. И любое слово мягкое либо твердое, которое заканчивается на гласной. Менің, қала, город, қалам. Таким образом мы определяем, кому принадлежит. В данном лице все предметы, здесь существительные, принадлежат первому лицу. И в разговоре не обязательно говорить «моё», «менің». Достаточно сказать «қалам». «Қалам өте әдемі». Мой город очень красивый. Если в русском языке нам нужно будет конкретизировать, что это мой город, сказав «мой», в казахском языке этого делать не обязательно говорить «менің», потому что у нас уже есть притяжательное окончание. Но даже если мы скажем «менің қалам әдемі», это тоже будет правильно. Точно таким же образом у нас второе лицо с уважительной формой. Мы знаем в русском языке... в русском языке тоже есть, но в английском, например, нету, только одна форма «ю». В казахском языке есть простая и уважительная форма, и разные здесь будут окончания. И третье лицо. Ың, ң. Ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Оның қала. С, в третьем лице. Мысалы, сенің кітабың, сенің дәптерің, және сенің қалаң. Сіздің кітабыңыз, сіздің дәптеріңіз, және сіздің қалаңыз. Және оның үшінші жақта. Кітабы, оның дәптері, оның қаласы.
В казахском языке действует закон сингармонизма, очень грамматически определяющий закон фонетики. То есть во многом грамматические формы, варианты зависят от этого закона. По закону сингармонизма все звуки в казахском языке чередуются. Согласный, гласный, согласный, гласный, согласный, гласный. И по этому принципу мы добавляем данные окончания. Если у нас слово заканчивается на согласный, мы добавляем вариант либо который начинается с гласного, либо который начинается с гласного, но он мягкий. Здесь твердый, здесь мягкий. Либо мы добавляем в том случае, когда у нас слово заканчивается на гласный звук, и нам нужно чередовать, сделать согласный. Вот это нужно считать, что это одно окончание, просто разные фонетические варианты. Теперь, помимо того, что предмет может принадлежать одному лицу, мне, тебе, ему или вам в уважительной форме, также предмет может принадлежать, один предмет может принадлежать нескольким лицам, быть общим, то есть наш, ваш, их. Теперь рассмотрим көпшетүрі, множественное число притяжательного окончания. Мы, біз, наш, біздің. Ты, сен, вы, сендер. Ваш, сендердің. Біздің, сендердің. Уважительная форма. Сіздердің. Вот в русском языке в написании это будет ваш и ваш. То есть, чтобы было понятно, Женя, олардың. Бірінші жақта біздің, міз, біздің қаламыз, біздің, міз. Міз. Я чуть не спутала с другим окончанием, личным окончанием. Міз. Давайте под твердый напишем твердый. Міз. Міз. В некоторых грамматиках оно обозначается вот так. Міз и в скобках. То есть может быть и міз, и міз. Точно так же по закону сингармонизма, если слово заканчивается на гласный твердое, если на согласный твердое, на гласный мягкое, на согласный мягкое. Мысалы, қыз, ымыз, көз, іміз. Ну, данный пример может быть показаться странным, потому что глаз не может быть общим, но если в какой-то метафоре мы можем так и использовать в переносном смысле. Көзіміз, қызымыз. Это вот к этому варианту больше подходит, да? Қыз, ымыз, көз, ымыз. Это наша дочь, наш глаз общий. Ну, көз это не только глаз, это как многозначное слово, еще может быть источник, наш источник. Также қала, мыз, когда слово закончилось на гласной, твердое, және көше, также на гласное закончилось, мы начинаем с согласного міз и мягкое слово. Сендердің. Вот смотрите, во втором лице множественного числа есть такой особый момент, который немножко не подлежит
логики, так скажем. Но это чисто грамматическая сторона данного случая. Даже если предмет притяжания, о котором мы говорим, объект притяжания в единственном числе, нам обязательно нужно поставить множественное окончание, даже если он один. Например, это наш сын, мой и моего супруга. Я не скажу, что он один. Ой, я не скажу бездын. Ой, не наш, а ваш, вернее. Вот два супруга, я говорю ваш сын. Я не могу сказать сендердің олың. Это будет неправильно. Здесь будет сендердің ұлдарың. Поэтому сперва мы к слову добавляем көптік жалғау, множественное окончание, а потом ың. Почему только эти два варианта? Здесь, например, 4, потому что көптік жалғау у нас все варианты лар, лер, дар, дер, тар, тер заканчиваются на согласный звук. Например, сендердің дар, сперва окончание множественное, а потом ың. И здесь оно не будет служить как множественное окончание, это будет служить как составное окончание притяжания второго лица множественной формы. Сендердің ұлдарың. Это ваш сын, он один, но мы обязательно добавляем, это исключение грамматическое, көптік жалғау. Сендердің ұлдарың. Сендердің, также ваша дочь. Сендердің қыздарың. Ну, если, соответственно, какое-то будет мягкое слово, например, как көше, көшелер, По какому принципу мы добавляем лар, лер, дар, дер, тар, тер, вы уже знаете, потому что наш уровень А2 на уровне А1, то есть те, кто учит наш уровень, они уже знают, поэтому про көптік жалғау сегодня мы говорить не будем. Следующее лицо сіздердің, это тоже второе лицо, уважительная форма, точно такой же принцип. Мы сперва добавляем көптік жалғау, а потом ыңыз, либо мягкая форма ыңыз. Абсолютно тот же принцип, что и здесь. Сіздердің, ваш, это когда много людей, ну или два или более, к которым мы обращаемся на вы. Они старше вас, они незнакомые или там какие-то другие отношения. Никогда мы не говорим им не ты, а вы. То есть это ваш сын. Сіздердің ұлдарыңыз. Заметьте, здесь только два звука еще добавляются вот от этого варианта. Ұлдарың, ұлдарыңыз. Сіздердің қыздарыңыз. Сіздердің көшелеріңіз. Улица одна, Максима Горького, на которой расположен наш университет. Я говорю, сіздердің көшелеріңіз, ваша улица. Сіздердің көшелеріңіз өте әдемі. Сіздердің көшелеріңіз өте ескі көше. Ваша улица очень старая улица. То есть она одна, но тем не менее мы добавляем көптік жалғау, лар, лер, дар, дер, тар, тер. Поэтому это обязательно. Такое исключение. В любом языке есть исключение. Язык — это не математика. Здесь не всегда присутствует логика. Но есть принцип, дәстүрлі, традиционный принцип, который образовался уже много веков и поколений, поэтому его вычеркнуть нельзя. И говорим мы именно так, и оно считается правильным. И последнее, третье лицо, олардың, их. Вот здесь көптік жалғау по такому же принципу можно как добавлять, так и не добавлять, и это будет правильно. Вы добавили, сказали олардың көшесі и сказали олардың көшелері, и то грамматически считается правильно. То есть если здесь его нужно обязательно добавить, көптік жалғау, здесь его можно добавить, можно не добавить.
по вашему усмотрению. Кому-то легче, чтобы запомнить, раз уже здесь начали добавлять, добавить. Кому-то легче не заморачиваться и ничего не добавлять. Көшелер. С. Понятно, если вы добавите көптік жалғау, то тогда будет только вот этот вариант, потому что көптік жалғау заканчивается на согласный. Если вы не будете его добавлять, слово заканчивается на гласный, то с. Олардың қызы, олардың ұлы. Их дочь, их сын. Также олардың қыздары, олардың ұлдары. То есть это абсолютно одинаковое значение здесь получится. Вот так образуется тәуелдік жалғау, притяжательная форма в казахском языке, которой нету в русском языке. И еще раз хочу вам напомнить, что в казахском языке, чтобы определить, кому принадлежит предмет, недостаточно сказать менің, біздің, сендердің, сіздердің, олардың, менің, сенің и так далее. Нужно обязательно к предмету, который подлежит притяжанию, добавить определенное окончание. Сегодня мы говорили с вами про эти окончания. Вот они, наши окончания. И еще обязательный момент именно в көптік жалғау, көпше түрі, ортақ тәуелдеу, во множественном числе, во втором лице, в простой уважительной форме, обязательно нужно добавить көптік жалғау, вне зависимости от того, в единственном числе ваш предмет или во множественном. Ну и, соответственно, у вас может возникнуть такой вопрос, а если предметов много на самом деле, то тогда вы обязательно сперва добавите көптік жалғау, а потом притяжание. Мысалы, у меня много друзей. Менің жолдастарым. Немесе менің достарым. Там уже очевидно, что вы должны добавить көптік жалғау. А здесь, даже если предмет один, вы все равно его добавите. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание.